Здесь вот висел провод, получается. Проблему оголенного провода жительница Казани Екатерина Черняк решила высветить в инстаграме администрации Кировского и Московского районов. Сразу меня поняли, сказали, что в работе, и буквально уже на следующий день ничего не было. Такие проблемные комментарии на официальных страницах, в пабликах и в личных аккаунтах в соцсетях в Татарстане уже 1,5 года автоматически считывает система инцидент-менеджмент. Искусственный интеллект замечает, а специалисты завершают, чтобы это не осталось незамеченным для профильных чиновников. Мы отправляем сообщения в органы муниципальных власти, а также в министерство и ведомства, и они уже подготавливают ответ. Как эта система работает здесь, можно посмотреть на примере перекрестка улиц Островского и Пушкина. Вчера на этом самом месте люди жаловались на большую лужу. И в одной из соцсетей даже появился пост. Пишут, людям приходится прыгать через забор. Какое-то позорище в самом центре города. И дальше, как мы видим, примерно... Вот. В 14:30 пришел ответ мэрии, где пишут, что лужи уже откачивают. Как мы видим, сейчас на этом месте лужи нет. Такой мониторинг решил уже более 20 тысяч жалоб жителей республики. Чаще всего пишут из крупных городов. Самые злободневные темы – благоустройство, ЖКХ и дороги. На то, чтобы сообщения заметили и действенно отреагировали, в среднем уходит около 6 часов. Система направлена на качественное улучшение жизни жителей нашей республики, потому что это некая платформа, которая позволяет оперативно реагировать на запросы граждан в социальных сетях. То есть на тех площадках, которые удобны, понятны жителям. Сейчас менеджмент инцидентов наладил связь с народным контролем, освоил русский и татарский языки. В планах и дальше расширять кругозор этого всевидящего ока помощи. Дмитрий Айринин, Данил Филатов, ТНВ, Казань. Все новости дня, выпуски программы «Новости Татарстана», программы и фильмы на сайте tnv.ru и на YouTube-канале ТНВ. Подписывайтесь.